Мы расширяем формат общения. Читатели становятся зрителями. Мы пойдем дорогами наших лиц с видеокамерой. Выпуская наши журналы, мы знали, что написано пером не вырубишь топором. А теперь вспомнили другую мудрость. Лучше один раз увидеть. Потому что сегодня наша тема – Джерах. А Джерах – это пиршество для глаз. Горная Ингушетия. Джерах. Интересная версия происхождения его названия. Когда-то, давным-давно, здесь останавливалась армия арабского полководца. Его звали Джарах ибн Абдаллах аль-Хаками. Останавливались не для военного маневра, а просто отдохнуть. И было это в первое столетие хиджры. Древние арабы знали толк в комфорте. Привалы они абы где не устраивали, а только в хороших местах. Здесь, в солнечной долине, защищенной со всех сторон горами, возникало чувство полного покоя и удивительного настроя – просто созерцать. Хотелось смотреть на величие природы и наполнять сердце высшими силами. Так, по мнению историков, и возникло название Джерах. И на самом деле это место привала, место отдыха в пути. Ингуши его иногда называют Жархой-Мохк. Мохк – это страна. Джерах был бойким военным маршрутом. Об этом можно судить по боевым оборонительным башням Джерахского ущелья. Есть все основания считать эти образцы средневековой ингушской архитектуры всемирным наследием. Тайны их постройки до сих пор разгадывают специалисты. Полководцы со своими армиями приходят и уходят. Много их было на памяти Кавказа. Где они теперь? Сгинули, растворились в едком дыму устроенных ими же пожарищ, в пролитой крови. Остались башни. Они не перестают поражать строгим изяществом, красотой и величием. Они так естественно вписались в пейзаж, что, кажется, были тут всегда. Стояли, подпирая небо своими остроконечными крышами. Но Джерах способен удивить не только архитектурой и красотой природы. Дыхание гор, сила их воздуха и воды обладают мощнейшими целительными свойствами. Когда умеренно теплый сухой климат горной Ингушетии сравнивают со знаменитым швейцарским Давосом, то имеют в виду именно Джерах. Здесь горный воздух обволакивает разнотравье горных лугов. Его подхватывает ветер и окунает в девственную чистоту ледников. Вода, которую отдают они в солнечные дни, насыщена ионами серебра. Этот благородный металл имеет чудесное свойство. Он нейтрализует вредную флору в организме без вреда для полезной. В Джерахе надо дышать полной грудью. Так возникает чувство насыщения силами самой природы. Поздней весной силы земли пробуждаются и рвутся наружу, задевая лапы сосен. Эти сосны облюбовали горные склоны Джераха много веков назад. Весна будет сосны, роскошно одаривая их. С конца мая до середины июня сосновые почки набухают, раскрываются и фонтанируют пыльцой. Она плывет по воздуху, придавая ему целебное свойство. В цветущий Джерах приезжают за исцелением. Здесь дышали и излечивались от самых страшных болезней. Сосновая пыльца не токсична и не аллергенна, поэтому может быть рекомендована всем. Она даже сама излечивает некоторые формы аллергии. Общепризнанный факт. Уникальные природные условия Джераха без малейшего усилия человека создали эффективный лечебный комплекс. Но возникает такое чувство, что природа и горы здесь еще лечат сердца и души, меняют ауру и настроение.
С Сосновой горы отлично видны селения у подножия Столовой горы – Мятлаам. На ее вершине есть древнее святилище – Мяцел, где вплоть до середины XIX века проходили ритуальные церемонии. В горе множество пещер. Они были убежищем и для паломников, и для абреков. В пещерах прятали отары и стада. В них укрывали иногда по нескольку сотен голов. Если вход прикрывали камнем, то в плохую погоду и ночью были спокойны за скот. Горцы сохранили легенды об этих изумительных местах. Столовая гора не спешит раскрывать все свои тайны. Ее исследователям можно только позавидовать. Они остаются первооткрывателями тайн древней истории. Это сакральное место, по преданию, хранит с древности источник силы гор, воздуха и воды. Открывается чувство свободы и вдохновения. Горы забирают ядовитые шлаки городов и нечистые помыслы. Хочется верить, что мудрецы со всех концов света поднимутся на Столовую гору и, наконец, договорятся о том, как жить без войн. Ведь когда стоишь на вершине мира, принимаются решения, по которым живется легко и мудро. Джарахское ущелье. Место, где молодость неукротима. Зрелость созидательна, а старость уважаема. Именно здесь, в высокогорном селе Гули, живет старейший житель России Апас Ларусович Илиев. Ему 120 лет, и до недавнего времени он держал отару, косил, обрабатывал огород. На поляне, где он косил траву для своих подопечных, растет 800 видов трав. И рядом со своими стариками молодежь Джараха заряжается позитивом, энергией, добролюбием. Селение у подножия Столовой горы имеет богатую историю. Гиды расскажут подробно, а сейчас просто полюбуйтесь, какие прекрасные виды открываются здесь. Очень много о человеке может сказать жилище, которое он построил для себя. Ингуши строили башни, галгаи, люди башен. Их башни пронзали небо, скрываясь в облаках, словно гвозди, которыми эта земля прибита к небу. Башенный комплекс Вовнушки – рукотворное чудо. Да, были люди, нам слабо. Или нет? Эта дорога ведет в Духаргешт. В Российском этнографическом музее есть фотография, подписанная «Родовое поселение в горах, Осетины, Терская область, конец XIX века». И поселение действительно родовое, только ингушское. Это родовое селение ингушского тейпа Куштовых. Само название «Духаргешт» переводится с ингушского как «первое, что на виду», видное место, смотрящее вперед. Сегодня здесь потомки Кушта, их 10-е поколение, строят новый дом. Он стоит прямо на краю горы. По преданию, ингуш по имени Кушт пообещал построить башню там, где ляжет отдыхать любимый конь. Верный товарищ Кушта забрался на высоту 1560 метров и лег. Место оказалось знаковым. Недалеко от него находится родник с необыкновенно мягкой и вкусной водой, содержащей йод. Башенный комплекс Куштовых прежде всего впечатляет своим масштабом. Видимо, семья была многочисленной. Но и сама архитектура постройки показывает, насколько искусны были возводившие ее мастера. Комплекс – один из немногих в Джарахском ущелье, где сохранилась центральная опора, которая держала все перекрытия. Это каменный столб высотой 8 метров, все 4 этажа башни. Она отлично сохранилась, несмотря на то, что дата ее постройки – 9 век. Магомед Куштов хорошо знает свою малую родину. Историю родного края изучал не только по книгам. Немало ценных сведений передал Магомеду его отец Хасан Куштов. Когда ему было за 60, он взял в жены 19-летнюю красавицу,
В этом браке родилось 9 детей, 5 братьев и 4 сестры. Отец с 1878 года. Я родился, ему было 82. У меня еще младший брат есть. Вот сколько он рассказывал про этих камней, про этих башенных комплексов, тогда в молодости не так уж было, но сейчас уже жалею, что не записывал. Ну, раньше не было, только что в уме удержать, а так, чтобы записать где-то аудио, видео, такого у нас не было. Вот он очень много интересных историй рассказывал. Хасан родился и прожил жизнь в Духаргиште, за исключением 13 мучительных лет депортации. Вернулся в родовой дом при первой возможности. В 1957 году вплотную к башне пристроил дом. До 99 до 98 года мы жили здесь. Потом в 98-м как у нас, в семье у нас больше было людей, мне пришлось построить вот здесь дом. В 2000 году я построил к башенному комплексу дом. Так как сейчас есть решение, что близ башенного комплекса нельзя не строить, и те, которые живут, нужно выселить. Как пример всем показать, вот я разбираю свой дом, хочу перенести в другом месте, поставить и построить дом. Вот камни все сохраняем, все камни должны уже применяться обратно на кладку. И каждый камень, они уже знают, где лежал, в каком месте его надо привить. Ушел Хасан в мир иной в возрасте 104 лет. Он передал сыну много древних ингушских секретов. Рассказал о том, что самым большим и ценным подарком был камень любой величины. Очень были рады хозяева, когда видели на орбе у гостя даже небольшой валун. Ни один камень, говорит, не ложился на месте, говорит, пока его в соленом растворе не продержит. 2-3 сутки. Вы обратите внимание, вот разрушенный. Ни один камень не лежит на растворе. Раствор принимался только для расшивки. И камень лежит на камне. У них принималась здесь горно-смолистая сосна. Когда они строили вот этот башенный комплекс, они сразу вставляли вот этот у нас, как замок. Дверь ставилась, и вот он заходил. Вот смотрите, он упирается, а вот этот где-то метров 2,5-3 проем. Вот он продвигается туда. Его уже не снимешь. Ни хозяин, никто не снимал. Вот этот все был из породы липа. Как наши предки говорили. В сухом месте липа. Он твердый, как бычий рог. Все перекрытие вот на эти полочки сохранилось. И до сих пор с липой. Ее в воде сначала мочили 2-3 дня, потом сушили. Я лично с моим отцом с нее веревку мы делали. И даже вот скотину привязывали, сено привозили. Везде, где ее надо применять веревку, мы обязательно из нее принимаем. И сверхпрочная, и долговечная, можно сказать. До сих пор специалисты изучают секрет долговечности башенных комплексов. Издатель журнала «Наши лица» Башир Куштов выбрал для нового дома труднодоступную возвышенность родового Духаргишта. Но когда приближаешься к новому дому, возникает ощущение легкости и даже невесомости. Дом словно воспарил рядом с горой. Гармоничность конструкции позволила создать это впечатление. Новый дом и снаружи, и изнутри пахнет деревом. Первое, что поражает – огромные окна почти во всю стену. Они производят незабываемое впечатление, открывая обитателям и гостям дома необычно красивую панораму. Никакие картины и шпалеры не сравнятся с видами из окон этого дома. Они выходят на гору Сосновой Пыльцы и на Казбек. В хорошую погоду могучий утес искрит заснеженной вершиной. Из окон отлично видно и зеленое покрывало лесов, которыми покрыты горы, и зеленые ковры из деревьев рядом с домом. Они рукотворные. В прошлом году стараниями всех Куштовых было высажено много деревьев и кустарников разных пород. Но самое уникальное – кедровая роща. Немногие знают, что посадить дерево в горах – дело для сильных людей. Для каждого дерева надо отвоевать у гор место, подвинуть камень, выдолбить яму, привести почву и только потом укоренить саженец. Башир Куштов привез 3-метровых малышей сибирского кедра. Каждый весит 300-350 килограммов. Куштовы посадили их несколько сотен. Сажают аккуратно напротив знаменитой горы Сосновой Пыльцы.
Через год уже джарахский ветер разнесет по горе семена, и склон станет кедровым. Почва, как сказали специалисты, подходит. Только в Сибири кедры вырастают до 40 метров в высоту, а в Ингушетии вырастут до 25. Но, ей-богу, размер не имеет значения. Пройдет немного времени, и у этих мест тоже будет необычный ореол. Оранжевая дымка исцеляющей пыльцы окутает и эти склоны. Наш пророк, саллаху алейхи вассалам, нам завещал любить деревья, не ломать их, ухаживать за ними. Вот. И поэтому тот, кто будет соответственно относиться к ним, он получит благословение Аллаха. Всего семья Куштовых высадила в своем родовом селе уже более 4270 деревьев. В 2 местах разбиты фруктовые сады. В них 6 сортов плодовых деревьев, более 300 саженцев. Много барбариса и можжевельника, который выделяет кислород почти круглые сутки. Может быть, поэтому над Ухаргиштом такое синее небо. В Джарахе Куштов первый, кто так масштабно занимается озеленением и благоустройством. Делает это на виду у всех и для всех. Именно так заботится о родном крае, когда по-настоящему его любят. Внутри дома достаточно пространства. Здесь чувствуешь себя уютно и умиротворенно. В доме есть настоящая дровяная печь. И когда в ней загорается огонь, то возникает чувство родного очага. Ощущение, что вернулся домой. Гениальный архитектор Антонио Гауди был уверен, что здания необходимо воспринимать как живые существа. Именно так он возводил свои архитектурные шедевры. Глядя на дом Куштовых, хочется прикоснуться к его стенам, испытать его характер, проникнуться теплотой. Музыка этого дома живет в деталях, а не продумана до мелочей, до последнего гвоздя. Брус клееный, состоит из 5 единиц. Годовые кольца при склейке их направление изменяют в разные стороны, чтобы оно не коробилось. Обработка против плесени, грибов и вода. И противопожарная. Идет здесь у нее пазовка. Но главное, что заведенный здесь порядок ориентируется не только на семью, а в большой мере и на гостей, как и положено у ингушей. Со смотровой площадки откроется захватывающий дух панорама на гору сосновой пыльцы, на Казбек, на небо и на Джарах, который отсюда как на ладони. У каждого дома колодцы, рассчитанные на 25 кубов воды. Во всем жилом комплексе применяются экологически безопасные материалы. Септики – одни из лучших в Европе. Использованная обеззараженная вода применяется для полива. Здесь почти не едят привозных продуктов, предпочитают свое, домашнее. Для этого сыра молоко дали коровы, которые пасутся на склонах Столовой горы. А в горах что воздух, что вода, что трава – все чистое и вкусное. Старожилы вспоминают времена, когда в Джарахе все продукты производили или выращивали сами. Заготавливали много травы, которую косили на склонах. Когда приходят сумерки, дом Куштовых становится маяком для путников. Тревога ночи отступает, когда видишь в бездонной темноте огни. Этот дом освещается словно большой корабль, который движется в океане звезд.
Один из ближайших проектов Башира Куштова – выложить на склоне горы, светящимися в темноте буквами, одно из имен Аллаха. И это будет сочетаться с призывами к молитве в Джарахской мечети, которые очень хорошо слышны здесь, высоко в горах Кушт-Гала. И еще в планах канатная дорога, которая сможет поднимать на Столовую гору и тех, кому не посилен пеший подъем, и всех желающих. Башир назвал свои дома в родовом месте Кушт-Гала. Они построены всего за 1,5 года. 11 февраля 2015 года в Ду-Харгишт первый раз поднялся бульдозер. Башир лично руководил работами. Скептиков тогда было много. А теперь, когда дом встал во всем великолепии, он вызывает чувство гордости за ингушей, за наших соотечественников, которые могут достойно обустроить жилище в любых условиях, несмотря на природу и погоду. Башир часто бывает за границей и берет на вооружение все лучшее из того, что видит там. Но обустраивая свое родовое гнездо, он думает об окружающих, о земляках. Это ли не отличный образец для подражания? И как здорово и ценно, что проект Башира Куштова уже вызвал интерес не только у ингушей. Сюда приезжают смотреть, советоваться, прикидывать свои возможности. Безусловно, не у всех они такие, как у семьи Куштовых. Но важно, что пример созидателей оказался привлекательным. В ингушском обществе возник посыл привести в порядок свои семейные места. Объединить усилия, действовать, смотреть вперед. С таким настроем можно уверенно строить планы, воплощать их и оставить задел следующим поколениям. Россияне умеют сокрушать трудности, строить и творить, оставляя яркий след на земле. Ингуши всегда были уникальными строителями. Но как сильный народ, они дорожат своей историей, считают ее святыней. И строятся не где-то в заезженной до дыр приторной Европе, а здесь, в родной Ингушетии, в девственно чистом краю, которому есть что показать миру. Они не променяют старые камни башенных комплексов на все золото мира. Кто-то сомневается? Зря. Башир Куштов, принимая решение возрождать родовой дом, отказался от нескольких квартир в Ницце и дома в Монако. Он выбрал Ду-Харгишт. И когда смотришь на эту красоту, не возникает сомнений в правильности его выбора. Настоящие ингуши совестью и родиной не торгуют. Писатели-фантасты назвали бы Джарах местом силы и, может быть, в кои-то веки были бы недалеки от истины. Тут природа и воздух заряжают любого приезжающего, а радушие и гостеприимство местных жителей покоряют сердца. В Джарахе обретаешь умиротворение, а прощаясь с ним, надеешься вернуться сюда вновь. Его силы, энергетики, тепла хватит на всех. Приезжайте, приходите, берите. Всем рад Джарах и его жители.